Вообще в республике происходит сегодня настоящий трэш. Население беднеет, зампред правительства Степанов рисует портрет современного якутского нищего, и тут же власти республиканские вслед за российскими властями пытаются запретить аборты. Давайте мы с вами сегодня начнем наш разговор с бюджета Якутска. Как вот показательный бюджет возьмем, да? В бюджете Якутска, который был принят в декабре 2025 года на предстоящий 2026 год, зафиксировано резкое сокращение расходов по ключевым социальным направлениям. Существенно урезаны программы обеспечения жильем, поддержки молодых семей и сирот, расходы на благоустройство, на образование, коммунальную и социальную инфраструктуры. Сокращены адресные субсидии инвалидам и ветеранам тыла. Для работников бюджетной сферы расходы на жилье не предусмотрены вовсе. По ряду позиций сокращения носят не процентный, а кратный характер. Финансирование жилья, например, сокращено почти вдвое, благоустройство города более чем в 5 раз, и расходы на благоустройство дворов сокращены в 7 раз. Более чем на 20% сокращены расходы на образование, и на среднее, и на общее, и на дошкольное. Ну, то есть мы понимаем, что предстоит сокращение работников образования. Кроме того, городская дума одобрила введение инфраструктурного сбора, который увеличит стоимость квадратного метра жилья в Якутске минимум на 3000 рублей. То есть понятно, что цены на жилье станут еще более недоступными. Одновременно в бюджете прописано одно из приоритетных направлений. Это патриотическое воспитание. Больше 16 миллионов рублей выделит на слеты, фестивали, стратегические сессии, ну, в общем, на все эти песни и пляски, которые призваны формировать правильные ценности и гражданскую позицию. Но это вот речь идет об этой фразе, всем известной, да, где вы были 8 лет. Ну, вот примерно так, да. В это же время зампред правительства Георгий Степанов рисует портрет современного якутского нищего. Мы, можно сказать так, отрисовали портрет бедного человека, да, потенциально бедного человека. Это женщина с 2 и более детьми, которая проживает в сельской местности. Мужчины могут себе позволить уехать на вахту, да, где-то подзаработать, где-то подколымить. Женщина, привязанная к семейному очагу и детям, она не так мобильна. И тут же они пытаются запретить аборты. ЕСЯ, Якутское Саха-информационное агентство, публикует кадры, как Степанов ездит по больницам и проверяет готовность к приему рожениц. Вообще это довольно нелогично. Все их поступки выглядят довольно противоречивыми. Да? Что я имею в виду? Давайте вернемся к нищим. Да? По данным Росстата, за 2024 год в республике Саха почти 13% населения живут за чертой бедности. Но 2024 год – это то, что открытые данные, да, которые есть за 2025 год. Как пишут телеграм-каналы, данных пока еще не было. То есть почти 13% населения живут за чертой бедности. Это почти 129 тысяч человек. И эта бедность имеет четкий социальный портрет. Это сельская жительница, этническая саха с 2 и более детьми. Именно об этом говорил, не испытывая никаких угрызений совести, заместитель председателя правительства Степанов. То есть правительство республики само признает, что типичный бедный республики Саха – это женщина с детьми, живущая в селе. Мужчины, как он говорит, уезжают на заработки, им легче это сделать. Ну, то есть они едут, он, видимо, имел в виду, на войну. Женщина остается с детьми и с доходом ниже 22 тысяч рублей в месяц. И это не какая-то там маргинальная группа. Это вообще якутская женщина с детьми, это демографическое ядро региона. И именно эти женщины определяют рождаемость, воспроизводство населения и будущее нашей республики. Именно они сегодня массово живут за гранью бедности.
Отсюда происходит миграция, люди уезжают из сел, вымирание из сел, отсюда закрытие школ, отсюда отток учителей, деградация вообще социальной сельской среды. И вот в этих условиях чиновник делает следующий шаг. Чиновники республиканские вслед за российскими, как я уже говорила, делают следующий шаг. Они объявляют борьбу за демографию, пытаясь запретить аборты. Вообще, на самом деле, они же не дураки. Они же понимают, что запретами рождаемость не увеличит. Так зачем они это делают? Что вообще все это значит? Если кто-то думает, что все дело в неправильном каком-то там управлении, что там сидят глупцы во власти и совершают ошибки, то я вам скажу нет. Это не ошибки, это не случайности и не неплохая модель управления. Они все делают сознательно. И врут в глаза, как это делает зампред правительства Степанов, тоже сознательно. Врут в глаза людям. Власть вообще не заинтересована в том, чтобы наша республика была максимально населена экономически самостоятельными и социально активными людьми. Властям нужен регион управляемый, предсказуемый и политически безопасный. А для этого численность населения вообще не важна. Усложнение условий жизни здесь работает как механизм социальной селекции. Из региона уезжают прежде всего мобильные, образованные, активные, экономически независимые люди, то есть те люди, кто способен требовать у власти достойной жизни и соблюдения их прав. А остаются те, кто менее мобилен, экономически зависим, и тот, кто умеет терпеть, тот, кто совсем согласен. И мы понимаем, что это не политика изгнания всех подряд, это политика отбора. И даже не по этническому или социальному признаку, а по степени субъектности, по степени независимости. Уезжают те, кто потенциально может быть политическим актором, да? Активные люди, еще раз говорю, а остаются те, кто вынужден выживать в заданных условиях. Посмотрите, почему они не закрыли границы в 2022 году. Чтобы все активные молодые люди, те, кто был не согласен с развязанной войной, уехал. Ну и, грубо говоря, не баламутил воду. Да? В этой логике, между прочим, бедность перестает быть побочным эффектом и превращается в инструмент управления. Человек в бедности занят не политикой и не правами, а элементарным выживанием. Он меньше рискует, меньше протестует, больше зависит от государства и легче принимает любые правила. Здесь работает следующая, да, цепочка. Стабильный доход дает автономию, автономия рождает субъектность, а субъектность как раз-таки создает риск для власти. Поэтому любая нестабильность для власти будет очень полезна. Да? Нестабильный доход создает зависимость, а зависимость обеспечивает управляемость. Поэтому не создаются массовые высокооплачиваемые рабочие места. Поэтому не формируется устойчивый средний класс. Поэтому сохраняется высокая доля бюджетной занятости и субсидий. Сокращение социальной инфраструктуры, ну, мы сейчас говорим о бюджете, да, который как раз-таки сокращен. В этой системе играет ту же роль. Они же все обрезали для молодых. А молодые люди – это как раз-таки активные люди, те, кто потенциально способен выдвигать политические требования. Поэтому власть сознательно превращает их в зависимых получателей помощи. Одновременно сохраняются и усиливаются идеологические программы. То есть, грубо говоря, именно поэтому они столько денег вливают в пропаганду. Поэтому все те, кто говорит, что республика скоро превратится в большую вахту, совершенно правы. Это идеальная модель колонии. Выкачивай ресурсы сколько хочешь, никто не будет возмущаться. На этом фоне борьба с абортами приобретает совершенно иной смысл. Это не забота о рождаемости, это совершенно четкий идеологический инструмент. Власть понимает, что запреты не увеличивают рождаемость. Ну и на самом деле, какая нормальная женщина в нормальном государстве будет рожать без доходов, без жилья и без социальной поддержки? Так чего они хотят, если демография их на самом деле не интересует? Когда власти заставляют женщину, которая не имеет стабильного дохода, не имеет собственного жилья, не имеет доступа к качественным услугам,
То есть полностью экономически зависимую и терпеливую. Мы же помним, да, что все несогласные уехали. Они хотят, чтобы она рожала таких же полностью зависимых от государства и терпеливых людей. Терпеливых и молчаливых. То есть рабов. Но согласны ли мы, жители Республики Саха, быть рабами Кремля?